Получение медицинского освидетельствования от психоневрологического центра и наркодиспансера является важным условием оформления разрешений, таких как подача на водительское удостоверение, либо для приобретения оружия. До сегодняшнего дня граждане пребывали в те заведения в больших очередях, но сегодня получить нужные справки можно буквально в несколько кликов на сайте портала госуслуг, либо на смартфоне. Министерство здравоохранения внедрило в портал единую централизованную базу данных учета граждан. За прошлый год таких справок было выдано порядка 90 тысяч справок. Это может сэкономить порядка 30 тысяч часов вообще для граждан. Это не стоять в очереди, не ездить в диспансер и так далее. На сегодняшний день Министерство здравоохранения проводит работу по легализации запроса и приема таких справок и исключению вообще таких справок в бумажном виде. Мы ожидаем, что в течение месяца эта процедура будет закончена, и люди смогут пользоваться этой услугой уже в режиме онлайн. На сегодняшний день в госпортале электронных услуг «Тундук» эти справки доступны в тестовом режиме. Чтобы получить доступ к порталу, гражданам прежде всего необходимо обратиться в ближайший ЦОН для получения данных входа в виде электронной подписи. Ежемесячно туда обращаются около 40 тысяч пользователей, а за необходимыми справками об учете у психдиспансера и наркологии на этой неделе обратились более 300 человек. Справки, выданные государственным порталом электронных услуг, она подписывается электронной подписью, согласно нашим законодательствам Кыргызской Республики, имеет юридическую силу, где гражданин, получив данную справку, может распечатать, либо получить в электронном виде. Имеется QR-код, где через этот QR-код можно верифицировать данную справку, а также подписывается электронной подписью. То есть справки, выданные государственным порталом электронных услуг, на территории Кыргызской Республики котируются. Необходимые цифровые справки можно получить в любое время как в пределах страны, так и за рубежом. Для этого зарегистрированным пользователям с электронной подписью нужно войти в веб-портал госуслуг, либо загрузить в смартфон официальное приложение «Тундук». Буквально несколько кликов, и документ готов для распечатки и хранения на устройстве. Нам доступны услуги государственных услуг. Также на примере Министерства здравоохранения мы заходим в раздел «Здоровье» и находим справку о состоянии, несостоянии психологического диспансера. Нажимаем на нее, у нас выходит краткая информация, оформляем заявку, заявка выходит, вот Аманатов Чингис, наша заявка автоматически заполняется и нажимаем «Отправить». Буквально через несколько секунд нам Министерство здравоохранения выдаст справку о наличии в психдиспансере либо наркодиспансере. Республиканский центр психиатрии и наркологии вскоре будет работать в режиме единого окна для обеспечения быстрого доступа к необходимой информации о граждан. Ранее все граждане часто сдавали все необходимые анализы для получения медицинского заключения об отсутствии проблем со здоровьем. Теперь с внедрением электронной базы учета лиц не будет огромных очередей и загруженности у психологов и наркологов. Нашу работу, конечно, облегчит, если не в половину, то даже может на 2/3 облегчит нашу работу. Это было бы замечательно. Если бы все могло перейти в онлайн, и люди не толпились, это было бы и профилактика нынешней эпидемиологической ситуации, да, во всем мире. Это было бы чудесно, но когда это все будет реализоваться, это все пока у нас только как в задумке. Работы по разработке единой централизованной базы лиц на психологическом и наркологическом учете на портале госуслуг проводились в рамках указа президента Садыра Джапарова о неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в госуправлении. Рашид Алиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.